Здравствуйте, друзья! Всем привет! Сегодня у нас хотим испробовать с Машей испечь пирог с клубникой. Вот не знаю, получится или нет, потому что не пекли еще, давайте. Да, самый первый раз делаем. Да, первый раз печем. У нас сегодня используем вот такой подарочный, как называется это, для замески. Вот такая тарелка для замеса теста. И еще вон клубничный сироп, что ли. Позже покажем, чем будем заливать. Угу. Это тоже гостиниц из Германии, который попробуем сегодня, да. Вместе с клубникой. Чтобы вас не, как сказать, с первых минут переутомлять, сразу приступим к делу. И сейчас я поближе буду снимать. А Маша будет делать, тесто и все. Я буду снимать и по традиции комментировать, если вы не будете против. Даже если вы не будете против, на этом видео я уже буду комментировать. Все, поехали. Сейчас быстренько пробежусь, что у нас из ингредиентов. Из ингредиентов у нас сахар, песок 250 грамм, клубничка грамм 300, разрыхлитель, там вот эта штука, сироп. Это клубничный сироп для торта, так называемый, наверное. Масло, потом яйцо. 3 штуки. 3 штучки, Маша вам говорит. Мука где-то грамм 250. 250, да? Да. 250. И творог. Творог тоже где-то 250 грамм. Все, Маша, начинай. Так, берем яйца. 3 яйца. 3 штучки. Да. Так, щепотку соли. Так, песок. Сахарный. Угу. И все это будем взбивать. Вот такой густая пена. Где-то минут 5 мы миксером шуровали. Вот такая получается воздушная такая масса. Угу. Белая воздушная масса получилась. Так, дальше это еще не все. Так, добавляем масло. Масло, да. Масло мягкое. Очень мягкое масло, чтобы... 150 граммов масла. И творог. И также все размешиваем. Уже очень Маша охота была сегодня, как она немножко клубнику собрала от воробьев. Успела спасти от сороки, да. Да, сегодня с дядей Мишей мы. Дядя Миша, они воевали с сороками, с этими, с воробьями, с сороками. Отвоевали немного клубники, Да. они успели. Говорит, я сегодня испеку этот. Так, половину муки мы добавляем сначала. Потом у нас идет разрыхлитель, полная пачка, 10 грамм. И продолжаем месить блендером. Добавили вторую часть муки. И я просил Машу, не добавляй сразу всю муку, чтобы слишком... А вот если слишком густой будет тесто, потом что ты будешь делать, Маша? Все нормально будет. Не знаю.
Вот такое примерно тесто, такой густоты. Ну, довольно-таки обычно для кексов, да, более жидко, да, получается, Маша? А это вот такое примерно. Как очень, но гуще сметаны, да. Гуще сметаны. Маша, получится у нас этот торт или не торт, пирог с клубникой? Почему не получится? Дебют. Получится все. Дебют у нас. Такая вкусняшка. Такая форма для пирога. Снизу застелили пергаментной бумагой. И сейчас смажет растительным маслом, Маша. Рукой, наверное, надо придерживать, нет? Туда-сюда крутится это. Жалко, нету несъемная у нас с боков, которая съемная форма. Вот она для таких вещей очень хорошая штука. Ну так-то мы пироги постоянно в этой форме печем, да, вроде нормально, да, Маша? Да. Никаких еще казусов не было, все время еще. Но сегодня же у нас будет сверху сироп. Да. Вот это как будем снимать. Посмотрим. Я не знаю, как будем вытаскивать из этой формы. Ну что, у нас греется духовка на 180 градусов поставленная. И тесто сейчас будем форму для испекания. Осторожненько еще, потом разровняем. Мне кажется, чуть-чуть густовато. Ну, посмотрим конечный результат. Маша подняла миску до потолка. Ничего не видно. Если получится, то очень вкусно будет. Давай, Маша. Да, тесто вкусное. Пробовала. Тесто вкусное, да? Ты можешь сырое тесто пробовать. Ну, почему нет? Наверное, каждая женщина пробует. Сейчас будет выравнивать это все. Вот так выравнивает. Чисто интересно, она насколько поднимется. Нам нужно, чтобы туда влезла начинка сверху, клубника и заливка такая. Вот эта пачечка. Творожное тесто должно быть мягким. Из творога. Оно и мягкое, наверное, будет. Да ведь? Печенюшки все вкусные вот из творога. Так что должно получиться. Так, все. Так, духовка сейчас согреется. И в духовку отправим наше тесто. Ну все, духовка согрелась. И наш пирог отправляется для выпекания в духовку. Где-то минут на... Сколько примерно? 40, Маша, да? Да, 35-40 минут. 35-40 минут. Сейчас будем ждать. Надо еще потом, чтобы этот пирог остыл. И будем начинять вкусняшками сверху. Ну, да. Украшать там. Ну что, у нас время заняло где-то минут 45 аж. Что-то долго Маша проверяла там шпажкой. И еще говорит, сырое, сырое. Так. Вытаскиваем наш пирог. И пускай он там остынет. Вы не смотрите, что он немножко темноватый. Он не сгоревший, он такого цвета получается. Он такого цвета, потому что там творог, Маша, да? Да, как будто крупинки творога видны. Да. Все, ждем, пока этот бисквит, пирог наш остынет. А потом уже будем украшать или там варить вот это. Он Сироп. такая, сироп, да. Вон там. Ну что, наш пирог немножко остыл. Ну как немножко, он холодный так-то. И Маша приступает к
уже к украшению. Все, пирога, клубникой. Режем и кладем клубнику сразу. Но я не знаю, вот это потом сиропом будем заливать. Как потом из формы вытаскивать? Форма несъемная. Вот это самая главная задача. Вот постепенно закрылся наш пирог клубничкой такой. Мария Олеговна делает с улыбкой вкусняшку. Да. Ну, еще раз повторюсь, что ни разу пирог-то много раз пекли, а вот такой вот с таким верхом нет еще ни разу. Это еще нам надо залить еще, Маша. Угу. Сиропом. Ну, наверное, хватит еще. Вот так выглядит наш пирог. Пока еще все красивый. Ой, ребята, я не знаю, как мы будем вытаскивать после сиропа. Получится, нет, Маша, вытащить? Ты как думаешь? Ну, надеюсь, что получится. Ладно, сейчас будем варить сироп. Угу. Вот у нас там такая пачечка, вам покажи еще. Из чего будем, вот такой. Это гостинец из Германии, который прислали. Вот эта чашка тоже. Вот в этой. Сегодня уже опробовали для теста очень хорошую миску. Миску, да. Да. И вот эту еще чашку попробуем. И вот тот сироп еще. Все, поехали делать сироп, Мария Олеговна. Так, вот эту пачку все высыпали. Песок 2 столовые ложки. Сахарный песок 2 столовые ложки. И Вода вот 250. 250 грамм, говорит, воды. Это все тщательно нужно размешать. Это размешаем, да. Так, как кисель, наверное. Это люблю это. Ну да, надо тщательно размешать это все. А цвета такая, клубника цвета стала, да? Угу. Цвет такой клубничный. Надо очень тщательно размешать. А потом еще на огонь до того, как он закипит, и тоже постоянно мешать, вообще постоянно мешать. Закипит немного, наверное. И сюда еще будем заливать. Не знаю, хватит или нет еще, может вторую пачку придется использовать. Не хватит. Скорее всего нет, это ведь нужно залить. Вот такая площадь, такая большая. Площадь-то не маленькая, вот смотри какой. Наш сироп уже на огне, и постепенно будем это все варить до закипания. Как только закипит, сказали минуту, месяц, минуту немножко поварить еще, и все, и можно заливать. Ну все, наверное, там уже наш сироп уже готов. Сейчас будем заливать. Посмотрим, хватит или не хватит. Я думаю, Маш, не хватит, наверное. Маша говорит, что хватит. Осторожненько ложечкой. Это все дело надо поливать, пока горячий. Пока горячий.
осторожненько. Даже дышать перестали. Даже дышать мы перестали. Осторожно все делаем. Лишь бы получилось. Да получится. Я не беспокоюсь, что вкус не получится. Я беспокоюсь, что с этой формы этот пирог не выйдет. Склеится все. А? Все склеится. Не склеится, вернее, как будем вытаскивать, может, еще сломаем эту красоту. Вот и все, друзья. Залили сиропом это все. Оно должно застыть. Ну, как желешка должна стать. Это надо нам в холодильник поставить. Ну, в любое холодное место, прохладное место, чтобы застыло. На полчаса, наверное. Да, где-то на полчаса. Пускай застынет, и потом наша задача вытащить пирог с этой формы. Да. И попробовать, как на вкус. Сейчас ждем. Итак, друзья, замерз, ну не замерз, а застыл наш, ну вот эта желешка застыла. И решил снять все-таки. Вдруг да этот у нас все это разобьется при вытаскивании. И вот хочу показать, как он выглядит, этот пирог. Вообще-то очень красивый. Да, прям красота. Не знаю, как потом будем вытаскивать, но сейчас попытаемся вытащить. Все, начали операции по вытаскиванию. Поменьше, Маша, нож возьми. Самый маленький нож возьми. Очень боимся мы это все, наверное. Ну вот видите, форма неразборная и это, наверное, испортится. А может, Маша усиленно вытаскивает. Я даже представления не имею, как это вытащить. Как вытащить? Я тоже, я говорил, что это самое, не вытащится это. Это не вытащится. Или сломается. Не-не-не, вы видите, ломается. Ну как получится потом? Это сломается. Ничего себе. Хирург. Господи, благослови тебя. О, не ломай. Сейчас Маша вытащит наш пирог. Шедевральный. Ох. Вот это уже да. Все. Смогли вытащить. Так что получилось все. Ну ты, Мария, меня удивила. Из такого вытащила из невозможного. Вот это да. Вот так выглядит наш пирог. Угу. И сейчас будем пробовать. Желе? Вон там желешка, слой и бисквит. Сейчас нарежем. Очень вкусный. Думаю, очень-очень вкусный. Клубничка. А, вот такая тарелочка. Так, разрезаем. Не очень большой режь. Такой. Вкуснятка. О, все, испеклось все. Все нормально. Вот так выглядит. Клубничный пирог. И все таки у нас получилось. Вернее, у Марии Олеговны все получилось.
Ну я же говорила, что все получится. Молодчина ты у меня. И по традиции буду пробовать из рук хозяйки пирог такой клубничный. Сейчас как укушу. М-м. М-м. Честно. Очень вкусный. Прям Ну вот. а сама. Сейчас тоже попробую. Друзья, очень вкусный. Очень-очень вкусный. Мягкий, наверное, испекся, да? А бисквит такой нежный, очень мягкий, Ну, как с творогом тает всегда прямо, так да. получается. Мгм. А клубника и вот этот сироп такой кисло-сладкий, очень вкусный. Вкусно. Да. Да. Реально вкусно, да. Но это хорошо, что получилось. Первый раз сделали. Первый, да, Маша первый раз это делала. Мгм. Сегодня говорит, делаем. Но я Просто- не мог отказать. Я не мог отказать. Так как все время некогда. Шучу, конечно. Сейчас все время Маша было захотела некогда. сделать, и я говорю, да я поснимаю, это для меня уже очень хороший вариант. Да. Буду снимать. Вот так. Рецепт оставлю под видео. Пробуйте, делайте, друзья. Особенно в жару это, наверное, очень вкусно будет. Мгм. Холодный там. Это же в холодильнике, наверное, держать надо, потому что там желешка такая. Мгм. Вот. Ладно, будем заканчивать. Вот на такой вкусной ноте сегодня заканчиваю. И использовали сегодня гостинцы. И вот это желе клубничное, это гостинец с прошлого видео, что мы получали. Использовали миску для теста, использовали такую чашечку Для желе. для желе, там варили где. Мгм. Вот. Рукавицы. Да, рукавицы. Все дело уже идет. Все дело уже идет. Ну ладно, все. Заканчиваем. Всем спасибо, кто нас смотрит, кто нас поддерживает добрыми словами, советами. Мы все это читаем, отвечаем на комментарии, прислушиваемся к вашим советам. Всем большое спасибо. Все. До новых видео, друзья мои. Всем пока. Пока-пока.